Были озвучены ряд вопросов. Я бы еще хотел, чтобы некоторые из них получили развитие, например, правоподсудности, например, когда можно решить вопрос в суде здесь и распространить его действия на Абхазии, это раз. Но основной вопрос, который, наверное, всех беспокоит сегодня, это безопасность. Мы видим, что происходит у соседей, что вообще в мире происходит, какие средства для достижения военные есть, дальнобойные достаточно и так далее. Все это не внушает никакого спокойствия. И понятно, что у нас активная политическая борьба идет, надеюсь, она приведет нас к чему-то хорошему когда-нибудь. Но вот хотелось бы еще, чтобы вот этот вопрос тоже прокомментировали по поводу происходящего сегодня. Ну, по поводу мировой ситуации вы, наверное, тоже знаете ее неплохо. Из тех источников информации, которые у нас есть, но это все будет продолжаться довольно не быстро это закончится. Да? В этих условиях любой сценарий надо предполагать. Но я на самом деле все это упрощаю, в том смысле, что вот будет война с Грузией, не будет война, нам гадать не надо. Да? К войне в любом случае надо готовиться. Всегда это все страны, не то что мы там в таком регионе горячем находящиеся там на европейском континенте, там в Швейцарии, там в таких странах постоянно готовятся к войне. Это правило. В нашем случае, конечно, да, определенная, можно сказать, эйфория после 92-93 годов, потом после признания нашей независимости, она, конечно, немножко, может быть, отвлекла нас, да, от реальности. Но сейчас эта реальность, она постучалась и в наши двери в том числе. Вы видите, что в Грузии происходит. Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, сейчас критиковать мы никого не будем, что было, то было. Ну, люди работали, что сделать могли, сделали. Там, военно в Министерстве обороны, сейчас это не я им судья. Единственный способ сохранить нашу независимость, это тогда, когда наш народ будет готов защищать эту родину. Никакая российская армия и иная какая-то армия нашу родину не защитит, если мы сами ее защищать не будем. Ну, нет в истории таких примеров. Вы знаете, значит, вот даже Вторая мировая война, когда там союзные войска высадились в Италии, значит, Италия капитулировала, а немцы на их территории продолжали там сражаться. Вот такие примеры есть. В нашем случае нашу территорию, кроме абхазского народа, никто не защитит. В первую очередь. А что для этого нужно сделать? На мой взгляд, очень прямо сжатые сроки нужно принимать военную доктрину, которая у нас нет. На мой взгляд, та армия, которая у нас сегодня есть, если армия, она устарела и морально, и физически. В этом смысле нам нужно концепцию внедрять: один народ, одна армия. Это вот швейцарская модель, где там срок службы там, до 13 лет, если я не ошибаюсь. И каждый взрослый человек, он военнослужащий. Не обязанный, а служащий. То есть он раз в год, там, 2 недели, 3 недели проходит специальную подготовку, переподготовку. Я там бывал несколько раз, и в поезде, когда едешь, в любом случае одного, двоих, троих встретишь в форме с винтовкой. У них у всех дома. Это самая вооруженная нация в мире. И у них, кстати, интересный есть один момент, если я не ошибаюсь, у них или у кого-то, в случае военных действий, руководитель там, бригады, батальона или кто-то еще не имеет права принимать приказ от главнокомандующего сдаваться. Если такой приказ поступил, он не имеет права подчиняться. Он сам принимает решение. То есть у них вот это вот, почему я это рассказываю, у них вот это вот тероборона, как сейчас принято называть, она очень широко развита. И каждый гражданин, каждый мужчина, он вооружен, он технически оснащен, он знает, куда ему идти. В 1938 году, когда фашистская Германия подошла к границам, от 2 по 3 сентября Швейцария мобилизовала за эти 2 дня 430 тысяч человек под ружье поставила. И поставила Гитлера перед выбором. Идти воевать в эти горы, или же обойти Швейцарию. Он правильное решение принял и пошел дальше. В нашем случае нам надо делать упор на мобилизационную подготовку. На то, чтобы каждый гражданин в случае войны знал, куда идти, зачем идти, кто у него возглавляет подразделение, кто возглавляет это, какие карты,
где брать оружие, где выполнять боевую задачу, что охранять и так далее. Это все можно сделать. Наши люди очень талантливые. Вот сейчас Афонский батальон резервный полностью мы обновили. Я то, что знаю, говорю, там в других городах, районах тоже это происходит. Министерство обороны оказывает поддержку. Наши ребята начали производить, я об этом в Дауте говорил, начали производить вот эти дроны, да, дрон называется, коптер, да, которые могут поднимать там 3,5-5 килограммов. Их можно использовать в военных целях. Я видел, как они тренируются уже. С 500 метров они бросали снаряды и попадали в метр. То есть это наши ребята делают, абхазцы. Если подойти к этому с этой точки зрения, то это все реализуемо. Все говорят, вот у нас нет там тяжелого вооружения, у нас того нет, этого нет. Да, у нас много чего нет, может и не будет. Но то, что у нас есть, надо это использовать. Кстати, молодежь очень активно в это увлекается, очень, я вот вижу прям с большим энтузиазмом к этому относятся. Это единственный, Валерий, выход у нас. Мобилизационная подготовка. По стандартам до 10% населения, кто может мобилизовать в короткий период, это считается очень хороший, серьезный уровень. Вот в Швейцарии я вам приводил пример, тогда как раз население было 4 миллиона 200 тысяч человек, тогда на тот год, в 1938 году. Вот они, представьте, 10% с лишним даже собрали за 2 дня, вооружили. Если мы в Абхазии сможем до 10 тысяч человек, до 12 тысяч человек за 1-2 дня собрать, и каждый будет знать, куда ему идти, уверяю вас, это в нашем случае, в нашем рельефе, это серьезная будет для противника задача. Он будет взвешивать. Он будет. И вот, когда они будут принимать там в своем генштабе решение, вот пойти, не пойти. Наша же какая задача, Валерий? У нас же нет задачи так-то напасть. Пока. Наша задача нас самих защитить. Наша задача сделать так, чтобы противник, который намеревается на нас напасть, его потери, издержки были выше предполагаемых приобретений. Тогда логика, военная логика подскажет, что этого делать не надо. Если там какой-то фанатик, как Саакашвили в 2008 году напрыгнул на сына. Вот такой выход. Больше другого выхода нет. Сейчас, кстати, Министерство обороны, начальник Генштаба обновился. Я вижу, что в этом направлении определенная работа идет. Мне бы хотелось, чтобы она более интенсивно проводилась и на каждодневной основе. Не так, не эпизодически, понимаете.